сейчас опять играть с «Зенитом». У тебя нет никаких предчувствий, что, может быть, снова забьешь? Ну, я чувствую, что видел, что у нас команда хорошо подготовилась на эту игру. И все так позитивные эмоции у всех. И думаю, что хороший результат получится в этой игре. Сейчас такая идет чемпионская гонка, прямо ЦСКА лидирует, но хвост там дышат остальные команды, Ростов, «Зенит». Твой прогноз, кто будет чемпион? Ну, на мой взгляд, очень тяжело сказать. Но можно и какие-то сюрпризы будут, я имею в виду. Почему нет? Ну, если выиграем все игры, там наши конкуренты ошибаются, почему нет? Ну, все возможно. Это российский чемпионат, очень интересный. И видите, что когда выиграешь 2 игры, сразу поднимаешься наверху. Когда проиграешь 2 и набираешь очки, опускаешься вторая половина таблицы. Если не брать «Спартак», то какая команда по игре тебе больше всего? Ну, кажется, самый мощный, самый сильный в этом году. В этом году, ну, Краснодар хорошо играет. Первая половина чемпионата ЦСКА хорошо играли. Сейчас чуть по-другому. И эти 2 команды. Краснодар и ЦСКА, да? Да. А «Зенит» ты в эту как бы не включил, да? Ну, потом. когда пришел в Ешбош, «Зенит» стали чуть по-другому играли. И раньше, когда бил Спалетти, мне больше нравились. А почему больше нравился? Что? Ну, более комбинативно играли, более атакующие действия были, какие-то задумки были на поле. Сейчас мы все знаем, что от обороны играют в атаку. И все это видим. Не стал очень аттрактивный футбол. Не получается очень аттрактивный. Сказал, что думаешь, что будет положительный результат в субботу. За счет чего? Ну, почему? «Зенит» вроде команда, которая там почти все матчи выиграла в Лиге Чемпионов в группе. Да, согласен. Ну, просто у нас хорошо сейчас результаты не получается в последнее время еще. Такие подряд несколько игр выиграли. Ну, у нас иногда очень хорошо получается играть против таких команд, как «Зенит». Помните, первая половина чемпионата, когда играли против «Зенита», против ЦСКА, с Краснодара 2 игры, с Рубином на выезде. Я думаю, что у нас такие игры легче получается играть. Это дело настроя? Вот для вас лично это дело настроя таких команд или нет? Или в чем? Почему именно такое разделение? Почему с сильными командами играть легче? У нас тяжело, когда играем против такой команды, которая очень собрана в обороне. У нас тяжело там, а когда у нас играем атаку за атакой и получается пространство, у нас легче, потому что у нас скоростные игроки, техничные, быстрые, когда у нас пространство и противники это дают, у нас получается неплохо. На твой взгляд, какая игра лучше для «Спартака» в этом году? Я думаю, против Краснодара дома, когда выиграли 3-2. Что мешает «Спартаку» более стабильно играть без чемпионата? Что мешает? Это вопрос. Я думаю, что 7-8 лет не нашли ответа. 15. 15 лет. Но вы же сейчас тоже ищете, так вот, есть ощущение, что вот... Ищем, конечно, у нас всегда приятно, когда выиграем, и неприятно, когда проиграем. Ну, все зависит от всех команд, не только игроки, все и тренеры, и руководство надо, что нашли эту проблему и убрали. Считается, что у «Зенита» вообще самая сильная центральная линия, и особенно линия опорных полузащитников. Но с другой стороны, да, там еще у ЦСКА, можно сказать. Вот для вас центральная линия «Зенита», там Хави Гарсия, да, вот такие ребята. Это самые сильные соперники, с которыми вы играли в России или нет? Ну, правильно считаете, и да, у «Зенита» и у ЦСКА. Ну, у «Зенита», я думаю, чуть-чуть лучше, потому что там и Хави, и Вицель, Дани, Халка, Шатова здорово играют, и чуть-чуть лучше, чем в ЦСКА. Вот вам, как полузащитнику «Спартака», да, вы играете против ЦСКА, против «Зенита». Понятно, что у «Зенита» более техничные, я так понимаю, опорные полузащитники, да, а в ЦСКА кажется, что вот Вернблум, он буквально готов оторвать ноги вместе с мячом. Вот для вас есть такая разница, что против ЦСКА так немножко даже похуже играть, страшнее, потому что там такой есть человек, который всех может? Нет, против 2 команд
нормално играт. У каждый игрок есть положительные стороны и отрицательные. У нас тренер всегда показывает, у кого положительные, у кого отрицательные, как надо обыгрываем примерно, где можно, как можно и так далее. Скажи, вы уже на тренировках разбирали, может быть, на теории, как остановить Халка? Потому что там говорите, Халк это главное оружие «Зенита». Ну, это главное оружие. И на тренировка, на теории разбирали, но это остается в раздевалке. Не могу сказать. Ну вот есть ощущение, что «Зенит» с Халком, без Халка, ну это разные команды, и вот ему реально его главная задача сдержать Халка. Ну, это, конечно, как и Спартака с Промиса и без Промиса, две разные команды, потому что у нас он главный бомбардир чемпионата. Конечно, когда он не играет, хуже за команда, когда он играет лучше. Так и Халка для «Зенита». Юрий, ты своим первым годом в «Спартаке» доволен или не особо? Ну, из 1 до 6, если оценял по оценкам, поставлю себе 3,5. Почему? Ну, могу еще хуже, могу еще лучше, так сказать. Это чуть более среднего него, средний уровень. Читатели задают вопрос. Один из вопросов такой, что многие игроки, которые были, ну если не звездами, но такими зарекомендовали себя в других командах, приходят в «Спартак», а в «Спартаке» не могут показывать такой же футбол. Ну, Понял вас. Да, Вопрос. понял. Мельгареха тоже пришел, в Кубани забивал, здесь не забивает. Ты в Кубани там творил чудеса, здесь таких чудес не творишь. ну это нормально, потому что одно играешь для Кубань, или другая команда, и другое, когда приходишь в «Спартак», это самый популярный клуб в России. И всегда у тебя давление и требованности больше, чем прошлая команда. И поэтому надо работаешь, когда у один игрок качество есть, рано или поздно он покажет себя и раскрыт. Ну, задача же одна и та же, выходить на поле, обыгрывать, забивать голы, отнимать мячи. Ну, правильно, это согласен, но одно, когда проиграешь с Кубань, и одно, когда проиграешь с «Спартаком», у тебя надо очень много времени, чтобы восстановить вот это поражение.